самое главное для любой хозяйки? Конечно, чтобы ее еда была вкусной, полезной, а еще и доступной. Сегодня с нами поделится своими рецептами известный модельер Варвара Филиппова. Здравствуйте, Варвара! Я так рада нашему с вами знакомству. Привет, Рита! Варвара Филиппова – дизайнер-модельер, старший преподаватель кафедры дизайна. Варвара Филиппова создает прекрасные наряды, которые рассказывают целые истории, подчеркивая женственность и нежность женщины. Наша сегодняшняя героиня не только дизайнер, но еще и многодетная мама, которая уверена в том, что для развития нужно желание, а там и время найдется. Что мы сегодня будем готовить? Ну, во-первых, я как многодетная мама, для меня самое главное, чтобы продукты были полезные, доступны. Немаловажно, да, чтобы продукты не вызывали аллергии у детей. И также я слежу за фигурой, поэтому стараюсь есть диетическую еду. А с какого же блюда мы сегодня начнем? Я предлагаю сегодня начать с пирога. И пока он будет печься, мы сделаем салатик. В кухне вот принято всегда делиться какими-то секретиками, да, вот немножечко рассказывать о чем-то личном. Так что я думаю, мы сегодня хорошенько не только поготовим, но и поговорим. Да. Хорошо. Ну вот основой моего пирога будут бананы. Это любимый рецепт моих детей. Я к нему пришла сама, получается, где-то услышала, что можно готовить из бананов. И постепенно вот родился у меня такой рецепт, можно сказать, авторский. Ох, серьезно? Да, для этого нам понадобятся бананы. Вот они, именно такие зрелые. У меня дети специально, если они хотят пирог банановый, они не кушают бананы и ждут, когда они вот так потемнеют, почернеют. И говорят: мама, пора готовить пирог. Уже все знают, да. Уже все дома ждут. И вот мы их почистим. Это у вас, получается, сколько детей? 4. 4 детей, вы так прекрасно выглядите. Спасибо. Как вам это удается? Кушаю пироги банановые. Так, сюда мы сразу можем добавить яйца. Но он готовится на самом деле недолго. Сейчас техника помогает, не нужно долго взбивать. Так, 4 яйца. На 4 банана 4 яйца. Сейчас мы будем взбивать. Да, сейчас мы будем взбивать. Так. Здесь у меня, получается, лежат яйца, чтобы все быстро, самое главное быстро, да, дети уже ждут, голодные. То есть тут мы быстренько взбиваем вот так яйца, бананы нам совершенно не мешают. Вот, взбились яйца. То есть не сразу... с бананами, да? Все. Все, да. Сначала уже яйца. Сразу. А как вы учились готовить? Я тоже из многодетной семьи, нас в семье 3 детей. И обязанности по кухне легли на меня. Вы старше? Нет, я средняя. У меня старший брат, то есть он отвечал за мужскую работу, а я по хозяйству. И, в принципе, даже мне доверяли бюджет семейный, я могла после школы зайти в магазин, купить продуктов, которые нужны. В принципе, это мне и пригодилось в семейной жизни. А как вы считаете, женщина должна готовить? Конечно. Должна. Вот сейчас же... в смысле, что она обязана? Нет. Должна уметь. Должна уметь. А вот как вам современные веяния, что все-таки должны разделить быт, вот это вот все? Я всегда рада, когда разделяет быт, и женщина не сидит на кухне, только занимается готовкой, да. Сейчас очень много, приспособлений, инноваций. Также сейчас очень развито, когда можно еду заказать на дом, замороженную, и так далее. Это облегчает труд хозяйкам. А вот в многодетной семье вы все сама прям делаете, все сама готовите? Нет. Успеваете все это? Я все сама не готовлю. У меня очень хорошо готовит супруг. А что нужно сделать, чтобы вот мужчина готовил? Я не знаю. Найти такого. Но боюсь, это сложно. Сразу при первом же знакомстве умеешь готовить? Нет, все, до свидания, да? Да. И вот получается, из-за того, что у нас бананы зрелые, уже такое, структуры банана тут уже не видно, да, вот. И самая фишка в чем получается? Мы сюда даже сахар не добавляем.
За счет этого вот он более диетический, а сладость нам дают сами бананы. Как раз таки зрелые бананы, они сладкие. И здесь я заменила муку, получается, овсяными хлопьями. Ух ты. И мы засыпаем овсяные хлопья. Прям вот так вот, да? Прям вот так. Давай. Ну давайте, вы будете мне. Обычно этим занимается моя младшая. А, вы прям Да, готовите. да. Но как же без нее приготовить пирог? Еда, она как-то влияет на ваши отношения? На отношения. Ну, конечно, это, во-первых, взаимопомощь. Если супруг понимает, да, и что такое готовка и так далее, это, конечно, женщине намного легче заниматься семьей. У нее больше времени на детей, на себя. Ну, вот. А бытовуха съедает, вот честно. У вас 4 ребенка, вы уже с мужем, наверное, не первый год, поэтому как вот в бытовухе не утонуть? Конечно же, взаимоуважение. В первую очередь, взаимоуважение. Уступки, терпение, где-то промолчать. Говорят, что мудрая жена, если даже она злая, она все равно должна приготовить еду. Вот как вы считаете, это правильно? Вот, допустим, вы обиделись, там, поругались, но он же голодный. Готовить придет. надо всегда с настроением. То есть можно сказать, что У меня извините. было плохое настроение, покушай сам, да? Ну, не знаю, как в других семьях, но у меня супруг больше волнуется, поела ли я, чем поел ли он. В этом плане мне повезло, и, может, не могу неправильный ответ вам дать, да? Так, теперь мы добавляем еще одна из фишек для того, чтобы у нас пирог получился таким плотненьким, да, для стабилизации мы добавляем немножко манной крупы. Давайте я тогда... Это тоже очень доступно получается. Овсяные хлопья, манная крупа, любой. Можно, давайте, 2 ложечки. Ну, сюда 3. Тут ложка небольшая, десертная. Все недорого, все быстро. Ага, все, да? Ну, на всякий случай давайте половинку. Я вот тоже не могу прям по рецепту делать. Я, допустим, вот сегодня чувствую, вот я чуть-чуть побольше добавлю. Да. Там сахарку, там еще чего-нибудь. Вот сливочное масло как раз у нас уже такое мягкое. А если оно с холодильника, то я его растапливаю или на плите, или в микроволновой. Но если... В общем, тут секрет в том, да, в чем? Чем больше масла, тем оно, конечно, более вкусно. Но чем меньше, тем более диетический пирог получается. Можно, в принципе, обойтись и без масла. Ну, нет, я думаю, надо положить. У нас тут операторы голодные. Хорошо. Да, давайте половинку положим. А есть какие-то лайфхаки на кухне, которые вы всегда используете при готовке? Ну, не знаю. Лайфхак для меня это это моя рука правая. То есть быстро ей можно, этим прибором можно приготовить все. То есть вот незаменимый, да, прям сразу? Да, я взбиваю и кёрчах, и делаю варенье. Кстати, я потом покажу тоже, как я это делаю. Так, ну вот такая консистенция. В принципе, можно немножко еще чуть-чуть добавить хлопьев. А не получается таким грубоватым пирог вот за счет овсянки? Нет, он очень нежный, овсянка размокает, и очень хорошо получается. То есть мы, получается, вот это вот все берем и заливаем. Да, можно сюда добавить еще творог, но я его сегодня забыла. Ничего страшного. Но на самом деле, вот что есть в холодильнике, но если его нет, ничего страшного. Есть сметана, можно на сметане вместо масла. То есть тут вот так интуитивно, я думаю, потом каждая хозяйка придет к своему любимой пропорции. Вы знаете, мне кажется, у нас есть творог. Да? Сейчас я гляну. Так, вот у нас есть творог. Круто. А у нас есть творог. Вот такой Да. он красивенький. В принципе, его можно весь, чтобы в хозяйстве не пропало. В принципе, у меня по такому же принципу все идет. Вот открываешь холодильник, так, творог не доели с утра, да, ну и взяли из него пирог. У меня дети хитрят, они специально оставляют, чтобы делала я пироги почаще. Да, все.
Соль немножко. Сахар нам не нужен. Сахар Я буду это мы крутить, для- вы скажите, как... Ну, давайте, крутите. Еще. Получается на глазок. Ну, где-то чайная ложка должна получиться. Ну, я думаю, нормально. Мгм. А если пересолить, это, Ну, оно знаете... сильно чувствоваться не будет. Я думаю, тут не пересолить. И соду мы делаем. Сода вот она есть. Да, чайную ложку без верха соды. Так, вот столечко, наверное. Да, ну, чуть меньше. Давайте. Ага. И я гашу лимоном. Оказывается, соду гасят для того, чтобы тесто стало более легким, и в нем появились поры, которые придают ему характерную песочную структуру. И, кстати, когда вот творог и лимон, как ни странно, Это вкусно. это вкусно. Смотрите, у нас все зашипело. И лимона много тоже не бывает. Может быть, еще добавить? Ну, этот сочный попался. Думаю, достаточно. Аромат такой. Мне кажется, это вот прям на выходной день. Вот выходной всегда вот выпечка, что-то вот хочется такое сделать. Или вы каждый день практически готовите? Ну, тут у нас нет такого принципа, что только на выходных. Но, да, я же говорю, есть в холодильнике творог, приготовили. Нет. И аромат, да, сразу получился? А как вот вы выбираете продукты? Допустим, вы заходите в магазин, вы сразу прям берете все, что вы уже За знаете. продуктами мы всегда ездим с супругом вместе. Как правило, это на выходные, выезжаем и запасаемся как бы на неделю вперед. Ну, а может и 2. А так обыденный хлеб, молоко, то есть это в шаговой доступности магазин, поэтому... Надо Да, будет в следующий ну вот раз так, вашего что мужа вот? пригласить, чтобы он, я ему передам. чтобы он научил мужчин наших готовить. Вы умеете чистить яблоки? Я умею чистить яблоки. Теоретически. Да. Сейчас попробую. Я Вот обычно сразу с приступайте. кожурой ем. Ну, в пироге лучше почистить. Можно и с кожурой. А вы вот Но если часто маленькие готовите? дети, то лучше почистить. Я готовлю, ну не знаю, может через день. Через день? Да. Классно. Ну вот, наверное, когда 4 ребенка, все-таки семья действует как партнеры, да? Вот. Да, ну смотрите, дочке моей старшей уже 16, и она вполне может сама приготовить ужин. Вот мультиварка в этом очень спасает. Я ее научила, то есть она туда кидает там куриные ножки, сын почистит картошки, вот они туда картошку, лук, морковку, все закинут, посолят и закроют, включат. И ужин готов. То есть тут даже не надо следить. А так они у меня умеют и суп приготовить, ну и разогреть. А это же нужно терпение, чтобы ребенка-то учить готовить. Вот, например, он что-то приготовил, продукты перевел. Ругать будете? Нет, Похвалите? похвалим. И терпеливо будете ждать, когда нормально получится, да? Да, но они у них так вот по настроению, по возрасту, где-то к школе, да, у них начинается, что они хотят готовить. Вот им хочется сделать салатик. Я разрешаю. Но вы являетесь еще же не только мамой, да, но и известным модельером. Как вам удается 4 ребенка, бытовуха, туда успей, сюда успей, еще за границу летаете. Вот как это все успевать делать? Что выглядите так прекрасно? Спасибо. Ну, здесь, конечно, помогают очень сильно мои родители. Детей в школу увезти, привезти, где-то за младшими приглядеть, да, в этом плане, конечно, очень большое спасибо моей маме. А вот главный секрет здоровой нервной системы у женщины какой? Не нервничать, Не нервничать, найти хорошего супруга. найти хорошего... А вот как найти его? Как? Не знаю. Такой, как мой, его нет уже. Но на самом деле тоже говорят, можно воспитать. Я как бы тоже не сказала, что у меня супруг сразу стал идеальным.
В течение 5 лет, наверное, это все притиралось, приглядывалось, смотрели, как бы, ну, пристраивались друг к другу. То есть мы оба взрослых человека, уже с каждым своим характером, оба личности, уже чего-то добившиеся. Поэтому тут главное, наверное, мудрость женщины. А в чем она заключается? Ну как вот? Молчание золота. Молчание золото. А если вот что-то не нравится, вот хочется прям сказать: эй, ты чего тут там носки раскидал, например? Ну, частая проблема у этого не женщин. бывает в моей жизни. Я вообще не понимаю, почему всегда только про носки, да? Тоже не понимаю. Мне вот Это тоже просто такая какой-то проблема. стереотип, это я не Ну знаю. да, это вот распространенный стереотип, когда вот, ну, грубо говоря, не носки, это может быть что угодно. Ну вот один вот психолог Лобковский, он вот говорит, что если тебе что-то не нравится, вот надо прям сказать. Прям в лицо, не молчать, а вот прям сказать. Но для этого тоже надо подобрать момент. И для того, чтобы было это все гладко, супруг должен быть сытый. То есть нужно, чтобы сначала накормить, а потом претензию Потом уже предъявить. претензии и ваши мечты и хотелки. У нас помогающие. Ведущий, единственный мужчина здесь у нас. Так, можно немножко смазать, как раз таки у нас есть масло. А не принципиально важно, какие яблочки, да, брать? То есть можно любые. Совершенно любые. Можно груши вместо яблок, тоже будет очень вкусно. Так, еще немножко тоже лайфхак, да, как вы любите, немножко припудрить манкой, Ой, а зачем это нужно тогда делать? не прилипает пирог. Ничего себе, я вот, например, вообще и не знала. А вот бывает, что у мультиварки, допустим, снизу, оно все так хорошо приготовилось, а сверху нет. И вот как вот это вот все... Поэтому я сегодня со своей. Так у вас мультиварка, она прям сразу нормально готовит, да? Ну, проверим. Не буду обещать, вдруг не получится. А если не получится, то можно крем какой-нибудь придумать, организовать тут быстренько. Так, все, хоп-хоп, закрыла. Клубнички, да, раскидала и... Так, ну и вот так у нас получилось. Вот она, манка. И сначала мы наливаем первый слой, то есть на дно. То есть не все сразу. Не все сразу. Процесс... Теперь кидаем яблоки. Прям вот так? Прям вот так. Сейчас, подождите, я не могу Подождите, так быстро. Я не Вы могу. увлеклись и прям все почистили, да, порезали? А что, не надо было? Ну, я думаю, будет достаточно. Сейчас глянем. В принципе, тоже, чем больше яблок, тем больше пирог, тем больше людей наестся. В моей семье большой, как бы. Надо быстрее успевать есть в многодетной семье. У нас вот тоже в семье 3. Быстренько садишься и успевай. Да, теперь мы закрываем наши яблоки. Так, это значит лишнее. Нет, мы можем между, в принципе, вот тут еще немножко теста есть. Мне кажется, яблоки они не испортят. 3 слоя у нас тогда получилось, да? Вот такой у нас пирог. Яблочки видны. Немножко его разгладим. А он еще приподнимется, да, потом? Да, он должен немножко приподняться. И для аромата я делаю корицу. Засыпаю корицу. И корица, да, это прям Да, это такое всегда сочетание. классическое сочетание. Вы часто путешествуете, и вот какое блюдо вам больше всего понравилось? Вот в какой стране? Ну, вообще, где бы я ни была, где-то на 3-й день я скучаю об якутском супе. Самом простом, наваристом, с картошечкой, с мясом. А к якутской кухне как относитесь? Очень положительно, очень люблю. Лучше же ребятины ничего нету. Да, это точно. Мы немножко припудрили. Уже пошел вкусный аромат. Ставим мультиварку. Закрываем. И какой у И нас тут есть режим? функция духовка. Вот она, кстати, у меня уже сохранена. После установки времени приготовления нажмите кнопку «Ввод». Так, все, не пропадем с таким ведущим. Время, да, 33, давайте 30 минут. Вот. После установки температуры нажмите кнопку «Старт». Температура у нас 2, то есть уровень. То есть можно погорячее, но я методом тыка у меня пришел к тому, что уровень 2 мне подходит. Старт. Приготовление.
Все, мы теперь в курсе. Когда он закончит, мы тоже будем в курсе. У меня дочка недавно вопрос такая: мама, а он когда там кто сидит, говорит, кто готовит? Я говорю, там дяденька сидит и готовит. Где такая? Я говорю, он такой маленький, вот там сидит. Ой, так что вы. Да. Ну, с детьми это, конечно, целая, каждый день какая-то история. Так, мы убираем. И пока у нас готовится, мы сделаем салатик. Опять же, из доступных продуктов, которые сейчас в изобилии на всех грядках, огородах, рынках. Это все доступно, да? Вообще, я люблю рукколу. Ой, я тоже люблю рукколу. Я обожаю рукколу. Но пока что у меня не удавалось ее вырастить. Но она продается в магазинах, поэтому... Ой, это вы что, сами все посадили? Нет, дорогая. То, что мы сажали, но сажали дети, уже оно отцвело, съелось и так далее. Это я все приобрела, но это местная продукция жатайская. Каждая хозяйка любит ходить по магазинам и собирать продуктовую корзину. И именно так называется наша следующая рубрика. Говорят, продуктовый шопинг с детьми – это дело сложное, но мы с моей маленькой помощницей сегодня этот миф развеем. А заходя в продуктовый магазин, мы выбираем обычно самую большую корзину, чтобы ребенок мог там удобно усесться. А, кстати, там рыба была, пойдемте туда. Рыбу есть мы любим, но чистить ее не очень, так что выбираем готовые стейки. Сегодня в меню у нас будет красная рыба, она очень богата витаминами и, самое главное, мой ребенок ее очень любит. Самый вкусный гарнир к красной рыбе на наш вкус – это, конечно же, рис. Сегодня он у нас будет длиннозерный. Нам очень нравится в магазине то, что можно найти все, что угодно. Например, все лето у себя на родине собирали черную смородину, а тут, оказывается, есть вяленая. Попробуем. Оказывается, не нужно ездить в Канаду, и кленовый сироп можно найти и здесь. Мы любим блюда, которые очень быстро готовятся, но при этом они вкусные. И для этого палочкой-выручалочкой являются замороженные овощи, которые долго хранятся и придают блюду любому, в принципе, особую пикантность. Обычно мы берем фасоль и брокколи. Ну и иногда можем что-нибудь необычное тоже позволить себе, как, например, горох. От всего понемножку. Когда готовишь ребенку, нужно каждый раз придумывать что-то интересное, чтобы ребенок ел. И маленькие миниатюрные такие капусточки, я думаю, будут отличной уловкой, чтобы ребенок съел овощи. Каждое утро у нас в доме начинается с геркулесовой каши. Сегодня мы выбираем из всего богатства выбора, какие же хлопья мы возьмем. Попробуем эти. Тема правильного питания постучалась в каждый дом, так что клетчатка должна быть в каждой кухне. А сегодня у нас будет с имбирем и корицей. Овощи мы взяли, теперь возьмем фарш. Совсем скоро у нашего папы день рождения, так что будем запасаться. Возьмем и говяжий, и домашний, и куриное филе, и даже курочку. Так, а сыр мы любим мягкий. Как такового фаворита у нас нету, и люблю я его выбирать на запах и на ощупь. И сегодня у нас будет солнечный. Ну и раз мы немножко начали готовиться к празднику, как же без десерта? И я очень люблю этот маркет тем, что здесь всегда можно найти что-то необычное, то, что не найдешь в ближайшем супермаркете. Тоже мы сегодня возьмем с малиной или с киви. Пожалуй, обе попробуем. Ну и, конечно же, во главе стола должен быть хлеб. Их здесь великое множество на любой вкус и цвет. Сегодня у нас будет хлеб рижский из серии черного хлеба и хлеб кукурузный. Мечта
мечта любой современной хозяйки, не включая дома духовку, но тем не менее, чтобы выпечка вкусная была. Можно мне, пожалуйста, вот этот круассанчик? Люблю, когда в продуктовой корзине изобилие продуктов и разных цветов. Уже не терпится прям что-нибудь вкусненькое приготовить и сесть за стол всей семьей. Вы сейчас модельер известный, дизайнер. Как у вас все это началось? Как начался этот творческий путь? Ну, для начала я закончила университет технологии и дизайна в Санкт-Петербурге. Отучилась там 6 лет и приехала, и началась моя деятельность. А что больше всего вас вдохновляет? Вдохновляют поездки, путешествия. А какая вот страна прям была в сердце, что вы сразу же туда отправились, потом приехали и стали рисовать? Ну, конечно, самая такая романтичная страна, наверное, Италия, Франция. Европа, она всегда вдохновляет своей историей. Поход в музей. Но сейчас очень много музеев, это все доступно. В Петербург вдохновляет, я езжу периодически в Петербург. Москва, в Москве очень много музеев, очень все так стало удобно, красиво. Скидки многодетным тоже. Не ленитесь оформлять удостоверение. На самом деле я тоже очень долго не оформляла, думала, зачем, ну как бы вроде бы и не нужно. А вот как раз-таки в поездках в Москве, в Петербурге это очень спасает, потому что билет в музей, ну, в принципе, прилично стоит, а если всей семьей, вот это большой плюс. Выгодно, да? Выгодно, да. На этот раз я ездила вот сама с 4 детьми, первый раз. Одна с Да, 4 детьми. раньше только без бабушки, я боялась куда-то поехать, ну, без мамы моей. Или с супругом обязательно вдвоем. А сейчас дети подросли, дочка уже большая, и ну, да, уже смело такой в бой прошли. Но говорят, что если дочка старше, то она прям должна быть вся в хозяйстве. Ну, говорят же, сначала родите няньку, а потом ляльку. Да. Ну, в этом случае у меня так получилось. О, правильно ли это вот постоянно, допустим, ну, чтобы старший ребенок смотрел и так далее, потому что это же очень тонкая грань. Да, это очень тонкая грань, действительно, не перегрузить ребенка какими-то бытовыми вот этими проблемами, да, но в то же время это очень полезно, и дочку я начала вот приучать к готовке, ну, буквально год-два назад, да. То есть я ей всегда говорю, вот ты закончишь, ты поедешь учиться, чтобы ты понимала, как купить продукты, как приготовить, да. На своем опыте я знаю, что вот эта вот школа, которую я прошла в своем детстве, это все мне облегчило жизнь в студенчестве. Например, многие ребята просто не выдерживали, вот, элементарно не могли распределить бюджет. Да, это очень сложно. Это очень сложно, да. Бюджет, чтобы тебе там на месяц высылают определенную сумму, тебе на эту сумму должно хватить, чтобы ты питался. Ну, иногда, если ты сэкономишь, сходил в кафешку, да, куда-то в кино. Поэтому вот распределение бюджета немаловажно. А если ты умеешь распределять бюджет, тогда, когда ты умеешь готовить. А вы вот рано встаете, чтобы все успевать? Я довольно-таки допоздна люблю что-то творчеством заняться, пошить с детьми, пока там уроки проверишь, портфели они собрали или нет, да. Потом где-то надо дошить платье клиентке, то я довольно-таки поздно ложусь. Дети ложатся в 9-10, уже спят, и вот период времени есть, который я трачу на свое творчество. Таким образом, я ложусь поздно, супруг встает раньше, и то есть он подхватывает утро, это его территория. Ничего себе. Ну что ж, давайте приготовим салатик. Да, мы увлеклись разговорами. Салат из доступных сейчас всех продуктов. Как я говорила, я очень люблю рукколу. Но если нет рукколы, то достаточно заменить обыкновенными салатными листьями, простой зеленью.
Помидоры у нас всегда есть в холодильнике, то есть эти продукты мы закупаем всегда. И я люблю сыр моцарелла, такой Мягенький, мягкий, нежный. да, вот он именно идет шариками. И очень вкус добавляет такие кедровые орешки. Они тоже продаются очищенные, их буквально по чуть-чуть кидаешь, и сразу меняется вкус. И люблю я масло виноградной косточки. Вот оно дает такой именно вкус, аромат, и вот кажется, что салат такой ресторанский, да? Не простое подсолнечное масло, а именно вот масло виноградной косточки. Это вы вот так вот ездили, все вот в ресторанчик? Ну это доступно в магазине, Да, в ну принципе, вот, и оно вас не так вдохнов- дорого стоит. Вас вдохновляют ресторанные блюда? Допустим, вы куда-то заходите и так прям... Ну, иногда, да, хочется дома приготовить так вот все, чтобы красиво было, порционно, но пока не удается, не всегда. Но бывают дни, когда дети у бабушки, то я для супруга устраиваю какие-то такие праздники, да, то есть я готовлю так красиво, не обыденно, а именно красиво оформить, подать. Ну, это всегда радует. А это важно, вот, допустим, раз в неделю, да, вы это делаете или как, сколько? Нет, раз в неделю это было бы шикарно. Это бывает, ну, раз в месяц стабильно. Я знаю, что вы раньше увлекались балетом, вы им занимались. Да. И как это повлияло на вас? На ваше На питание? меня? Нет, на питание нет, конечно. Это в первую очередь повлияло на осанку, фигуру, умение ходить, умение держаться на публике, умение держаться на сцене. Это надо постоянно прямо, да, ходить? Вот прям вот так вот. Да, я, кстати, стала замечать, что у меня уже тот каркас, который у меня был заложен в детстве, начинает, мне надо опять заняться. А как вы, допустим, себе осанку поправить, чтобы она у тебя всегда такая была прям? Ну, я думаю, это надо качать, заниматься. Просто так это... А я думала, у стенки можно постоять там по 5 минут в день, и все нормально. Ну, если вы будете напрягаться, то да. Ничего себе. Так, начнем, да? Вы что предпочитаете резать? Я все что угодно могу Листья порезать. или... А листья можно просто порвать. Вам листья. Да, вы правильно говорите, что листья можно просто порвать кусочками. Главное, чтобы небольшими, да, наверное? Да. А то я вот не люблю, когда подают, например, на листе салата. Что в рот не влазит, да? Или там, допустим, цезарь, где вот просто вот такие кусища вот этих вот листьев. Очень неудобно. Мне кажется, что всегда все должно умещаться либо на вилочке, либо на ложечке. Да, И чтобы это в рот правильно. еще. Ну, помидоры я люблю резать такими кубиками. Но это, опять же, зависит от сорта помидор. Крупные, маленькие. Есть помидорки черри, тогда их просто помыл, кинул, да? Ну, достаточно разрезать пополам. А есть какие-нибудь секретики у балерин? Балерин, секреты. Ну, для вас, наверное, это не секреты, для нас, наверное, это секреты. Допустим, в плане готовки, там что-то может быть. Нет, можно, я что-то занималась нельзя. в детстве, поэтому я ела все подряд. Ну, конечно, тут можно выделить то, что наше советское питание, конечно, в разы отличалось от того питания, которое сейчас есть, да. Мы редко ели тортики. Тортик был только на день рождения, согласитесь? Да, да. Сейчас же это доступно, и тортики покупаем, мы можем хоть каждый день покупать. За счет этого, конечно, я думаю, страдают дети. И доступность всевозможного шоколада, да. Я помню, мы прямо, когда шоколадка в доме, вот мы всей семьей, нас 5, мы этот батончик там сникерса вот так делили и смаковали. Да. Вот эти вот ценности, они когда-то улетучились, да, у детей, поэтому... Ну, К фастфуду я отношусь, в принципе, нормально. Дети у меня фастфуд едят очень редко и, как правило, в поездках. И для них это, ну, еда такая, как праздничная. Вот часто дети, они сидят, допустим, в телефонах во время еды. Ой, это очень вредно, и я это запрещаю категорически. Дети не сидят на телефоне, когда они едят. Вообще, вот хотя бы один раз в день семья должна собираться полностью за столом. Тогда семья будет дружной, то есть надо у кого как прошел день,
Кстати, я вот люблю именно вот эти вот ножки. А, серьезно? Обычно вот их же... Обычно их выкидывают, а на самом деле это самое полезное, что есть, это ножки. А, серьезно? Да. А чем они То есть это полезны? как раз те волокна, которые помогают пищеварению. А, ну зелень, она вообще Зелень, да, потрясающая. я люблю. Томаты можно сделать просто с луком, с маслом. Это тоже всегда на ура и вкусно. Я знаю, что вы прям любите создавать якутские наряды, да? Но при этом они у вас весьма смелые, учитывая оттенки, там, может быть, и фуксия. То есть вы отходите от каких-то стандартов. И чувствовали вы критику на себе? Критику никогда. Вообще к якутской культуре, вот именно коллекции создавать я стала не сразу. Я к этому долго шла. Ну, поначалу, даже в студенчестве я как-то даже не понимала. А потом, то есть с возрастом, со временем я стала понимать и вообще, как ее можно трансформировать в более современный, облегченный вариант. И таким образом у меня стали получаться, я думаю, неплохие коллекции. Ну, как вы так уж прям скромно сказали, неплохие. Вы же прям вот в разных конкурсах участвовали, по всему миру практически с коллекциями своими объездили. Так, нам нужна ложечка. Все, салатику больше не надо. Да, я думаю, нам хватит. Мгм. Теперь мы кидаем кедровые орешки. Нам надо нарезать сыр. Мгм. 2 шарика нам вполне. Мы все заливаем маслом. Я вот это масло вообще ни разу о нем не В магазинах слышала. оно есть. Просто обратите внимание, Оно вот почему вот именно его вы выбираете? оно ароматное. Что у вас всегда найдется дома? Допустим, вот 3 продукта, которые вот всегда есть. Открываешь холодильник, там всегда есть творог, молоко, сливочное масло, но овощи всегда есть, яйца. Если в доме есть яйца, то можно приготовить все, что угодно. А овощи как лучше выбирать? Вот вы приходите и как вот по внешнему виду или есть какие-то свои там секретики? Наверное, главный секрет – это чтобы покупать в одной и той же точке. Тогда вас продавец знает, вы знаете продавца, и он никогда вам не подсунет что-то плохое. Да, кстати, это точно. Мне кажется, вот это правильно, потому что я иногда вот когда в магазин хожу, я прям замечаю. Они узнают и сразу тебе что-то хорошенькое, Да. а потом ты еще раз приходишь, опять что-нибудь хорошенькое, и все, у тебя уже со второго раза вырабатывается какое-то доверие к человеку. Так, и у нас еще что-то есть, я знаю. Да, мы к пирогу я хотела… Вообще я думала, мороженое будет, да? Даже ложечку такую специальную принесла. Но здесь в магазинчике я увидела замороженную ягоду, и она будет у нас вместо мороженого. Самое лучшее сочетание вот с пирогом, таким, как мы приготовили, это что-то холодное или вот кисленькое ягодное. Я иногда могу… Кстати, у нас мороженое тоже всегда есть. В холодильнике, да. А вы его сами делаете? Нет, у меня любит очень супруг мороженое. Поэтому в холодильнике всегда есть мороженое. И такой пирог тоже очень вкусно подавать. В принципе, как в ресторанах делают, да. Вот у нас пирог чем-то похож на шарлотку, потому что он с яблоками. Ну да, кстати. И это очень вкусное сочетание. Можно просто сливки взбить, тоже со сметанкой просто подать. Дети любят. А мы сейчас будем делать… Да, собьем немножко ягод с сахаром, и все. А вообще я люблю дома, знаете, в чем я взбиваю? Вот в стеклянных графинах, таких вот. ну да, там получше. Получается, сразу много можно ягод положить, Может, это… и можно, и она не брызгается. Вообще я варенье не варю. А что вы делаете? Я лучше куплю там коробку ягод, заморожу его и порционно заношу домой и просто вот так взбиваю с сахаром. Таким образом остаются все витамины, и оно всегда свежее. Самое волнительное блюдо, которое было вот у вас, это какое? Я запекаю рыбу, например.
Но сейчас мы перестали запекать рыбу, потому что у младшей у нас аллергия на рыбу. И как-то вот рыба у нас ушла на второй план. Ну, здоровье ребенка прежде всего, конечно. Так у меня, знаете, как-то предпочтения меняются. Нет такого, что тысячелетиями готовишь одно и то же, да? То есть, наверное, и домашний будет надо дать, ну и сахар. А сколько вот его надо добавить? Ну, вообще делают 1 к 1, но я так никогда не делаю. Это будет, ну, очень много сахара. Слишком много, слишком сладко. А вообще 1 к 1 делают, когда хотят сохранить там на год вперед, да, запасы, то есть когда варят и так далее. А когда это съедается сразу, я думаю, тут сахара совершенно не надо много. Ну, тут еще зависит, конечно, от ягоды. Если она такая спелая, то она не такая кислая. И немножко можно, кстати, добавить ванильный сахар. Он тоже в пакетиках продается. Он даст аромат. И буквально чуть-чуть, но даст аромат. Что вы можете посоветовать начинающим хозяйкам, которые вот-вот скоро дети, вот-вот скоро замуж? Что вы можете Ну, вообще не посоветовать? бояться. И сейчас же так все доступно. Ну, Google в помощь, как говорится. Да, это прям очень выручает. Да, я тоже пользуюсь этим иногда. Вот купишь, что-то хочется интересно, ну, прогуглил и все. У меня дочка так готовит. Ну вот иногда можно даже включить «Готовим вкусно». Мне кажется, это важно, когда вот такая передача, не то, что мы смотрим где-то западные, да, у нас все равно тут свои предпочтения, свои продукты. Нам не все доступно то заморское, да, что есть, показывают по телевизору. Здесь, конечно, самое главное помыть, но в первую очередь это можно съесть. Да, именно вот так. Ну, как мы в детстве ели с мутовки, теперь мы съедаем с блендером. Да, очень-очень вкусно. И ничего не разбрызгалось. Вот Да, еще ничего не один разбрызгалось. лайфхак у нас. Но если нужно много, то есть как варенье, вполне можно практически полную ее заливаешь, делаешь, и она уже... И потом удобно вот так разливать по баночкам очень Можно аккуратно. это и на что-нибудь там, допустим, намазать себе, как вот Да, такое. варенье такое это варенье я делаю всегда так, любую ягоду. Это, кстати, очень экономит время. И Самое главное, да. витамины сохраняет. Да, я вот даже не знала, мне в голову даже не приходило, что можно просто все как... Ну, раньше мы же мясорубкой делали, Да, а теперь это все проще. Откроем, посмотрим. Давайте посмотрим. Режим установки текущего времени. После установки текущего времени нажмите кнопку «Ввод». Пирог поднялся, смотрите, даже яблок практически не видно. Сейчас он чуть-чуть остынет, чтобы он у нас не развалился. И украсим ягодками. Вот сахарная пудра. Можно так посыпать, но я взяла такое ситечко, чтобы красиво пудра легла. Так, хорошо. И при подаче мы будем подавать в розеточках или рядом класть варенье наше. Хорошо. Так, ну что, тогда мы ждем, пока у нас все это остынет. Мы все уже приготовили, да? Можем ягодки почистить. Давайте ягодки почистим. Сегодня я увидела в магазине такие ягодки. Мне очень- миленькие, маленькие. Ну, это то ли земляника, то ли клубника, что-то между, да, получилось? Да, давайте туда. А вы в кухне перфекционист? Вот вам прям надо, чтобы все было полочка к полочке. Когда как? Творческий беспорядок всегда присутствует. То есть, ну, чисто там, где не мусорят, или чисто на кухне там, где, ну, не готовят, да? Ну да. Но в то же время самое главное, это приготовил, сразу убрал. Так, чтобы, ну, не заросло, там жир не застыл, чтобы его потом часами оттирать. Я знаю, что вы еще в конкурсах красоты участвовали. Вот что это был за опыт такой? Ну да, было дело. Раньше был такой театр АИКО, я думаю, все о нем знают. И там был главный конкурс «Мисс АИКО».
Ну и этот главный титул я завоевала. Потом поучаствовала в «Мисс Якутии», стала «Мисс Саха-Ювелир». На тот момент тоже это была одна из ведущих компаний ювелирных. Они выбрали меня своим лицом. И как вот вам участие в таких конкурсах? Вот какой опыт у вас был? Ну, я бы, наверное, участвовала попозже, потому что я довольно-таки в юном возрасте, в 15 лет принимала в 15 участие. лет? Да. Сейчас правильно, что возраст повысили и разрешают только после 18. А почему вот в 15 лет вот все-таки Ну, маленькая? потому что я стала «Мисс Якутии», это автоматически подразумевает, что ты должен участвовать в «Мисс Якутии». Еще, знаете, в 15 лет это был 10 класс, и, соответственно, ждать до 11 класса. 11 класс – это уже более серьезная подготовка к поступлению в университет, поэтому как раз 10 класс такой самый более разгруженный. Давайте вот поговорим еще про наряды. Да? Вы очень любите такие летящие платья, чтобы вот они были такие яркие, красивые, да, и прямо издалека их было сразу видно. Почему вот именно такой подход? Да, летящие платья я люблю. Ну, люблю шифон, шелк, это мои ткани. Это же очень сложные ткани. Да, считается, это очень сложные ткани, но они мне даются, у меня получается, они меня слушаются, я их чувствую, поэтому у меня получаются такие наряды. Летящее, струящееся что-то, драпировки, это все мое. А не боитесь экспериментировать, допустим, с образами? Потому что все равно вот якутское, оно все такое более сдержанное, как-то вот ничего не говорят, нас вот любят поругать так немножечко. Да? Да, ну Расскажите, бывает. что говорили про мою коллекцию? Нет, ну имеется в виду вообще, я заметила, просто дизайнеры же стараются все очень держать вот именно по канонам, да, чтобы это все было... Нет, как раз-таки дизайнер для того, чтобы вот традиционную культуру национальную внедрить в современный мир, так, чтобы мы смогли носить. И как раз-таки наша якутская культура, она очень сейчас востребована во всем мире. Есть даже такое понятие, как бы, нехватка чего-то вот такого интересного, которое может вдохновлять дизайнеров. Вы не заметили, что все платья, вот буквально во всех коллекциях, всех ведущих домов моды появились платья, которые мы любим называть холодая? Да, кстати. Вот это вот еще говорят, что это с Баленсиаги, там что-то пошло и так далее. Да, это те же Дольче Габбана платья. Во всех домах, все, я вот просто даже любого блогера открою, у них у всех даже стали делать вот такие именно вот стоячие. Я вчера в Инстаграм увидела у одной девушки, она стояла в таком платье, просто якутское платье. А как вы думаете, Но почему? это получается влияние, но это, конечно, благодаря интернету. Доступность, дома мод, дизайнеры, они все ищут источники вдохновения. Национальная культура, она всегда вдохновляет. Китай, Япония, Индия, да, все знают эти культуры, и к ним тоже относятся всегда. А вот именно такое что-то восточное, сибирское, вот именно наше, я думаю, оно влияет, очень влияет. И в этом-то, наверное, немножко наша проблема, что мир не знает, что это они вдохновились якутской культурой. То есть надо об этом говорить. Это надо об этом говорить, и это одно из таких тоже моих мечтаний, желаний, чтобы мир знал, что когда вот такое платье, то это именно якутская культура. Да, что это не Баленсиага, все-таки это Да. мы, Да. у нас же сколько уже веков это все продолжается, и это действительно Вот это наша важно. задача, получается. А еще у вас есть какое-то желание, допустим, чтобы, вот я знаю, что сейчас есть различные наноткани, да, вот что-то новое придумывают дизайнеры. Вот в будущем какой наряд вы бы хотели создать? Наноткани, что-то интересное. Это, конечно, тоже дизайнеры-двигатели прогресса. Они задают тенденции, пожелания технологам, физикам, химикам, которые разрабатывают технологии. Есть даже такое мнение, что, в принципе, скоро самое главное будет и самое высокооплачиваемое будет работа это именно дизайнера. Умы, что-то придумать, идея. Вот идея – это главное. А дальше уже буквально, роботы, да,
будущем, если так посмотреть. Но есть такие мнения, и есть такие лекторы, которые об этом говорят. Есть направление такое Fashion.net. В этом направлении мы тоже стараемся работать. Но я как преподаватель сейчас стараюсь тоже своим студентам сказать, чтобы они обращали на это внимание, работали в этом направлении, придумывали, как они видят. А сейчас самый ответственный Да, этап. самое ответственное — красиво вынуть наш пирог. Но для этого я также дома одеваю такие рукавички. Получается, прямо на руку вы себе кладете. То есть тут не получится, да, тут тарелку поставить, когда она может развалиться. Тут именно надо так. Вот, смотрите, как он у нас хорошо пропекся. А аромат-то какой! И как раз-таки вот эта вот манка, она выручает, стабилизирует. Если бы мы ее не положили, она бы более такая развалилась, разрыхлилась. Пудру открываем. А вот эта вот штучка, она для чего? Она как бы, чтобы красиво распределить. Но можно, конечно, просто так насыпать. Да нет, давайте вот так. Давайте. Все, я поняла. Так действительно поприятнее глазу. И вот так она, получается, красиво падает. Можно еще на тарелочку немножко, чтобы такой эффект создать. Чем не ресторан? Чем не ресторан, да. У меня сын младший как-то говорит: ой, бабушке я люблю ходить. У нее даже мука сладкая. Он думал, что это мука, сахарная пудра. У бабушки мука сладкая. Так как пирог еще горячий, видите, пудра прям тает, поэтому пудру рекомендуют вот перед самой подачей пудрить. Ягодки просто выкладываются. В принципе, тут не важно даже, это когда вы на стол кладете, мне кажется, даже нам вот так достаточно, остальное мы можем при подаче. Вот красный цвет, Он всегда аппетит, да? И Да. как-то красиво. сразу вызывает аппетит, прям вот хочется есть. Можно взбитыми сливками украсить. Сверху клубнички еще можно припудрить, снежок добавить. Это еще аппетита добавляет, и подслащает наши ягодки. И теперь Да, можно отрезать. все. Слышно, как хрустят наши Да. яблочки. Звук-то какой потрясающий. Смотрите, вот он такой получился. Надо начинать с салата. В принципе, это довольно-таки сытный получается ужин, в то же время легкий. Я иногда, когда, бывает у меня разгрузочные недели, я ем курицу. Я грудку куриную отварю, и у меня всегда в холодильнике есть грудка. И я ее вот сюда можно тоже добавить куриной грудки, тогда это будет уже прям ужин полноценный. Начнем с салата. Так. Чувствуется масло, да? Да, прям чувствуется. Именно масло. секрет тут в масле. Масло виноградной косточки. Кажется, вот салат, он вроде такой простенький, да, но за счет масла он действительно становится безумно вкусным. И здесь нам пригодился кувшин. Немножко варенья. Которая сохранила свои свойства, да? Да. И самое главное, Да. это пирог. Пирог горячий, варенье уже тает, оно было замороженное. И варенье действительно просто делается, быстро делается. Раз, взяла замороженные ягодки, быстро все. Здесь, конечно, мы с вами долго общались, разговаривали. Я бы уже за полчаса уже у меня бы все стояло, и еще какое-то блюдо я бы сделала. Вот мне очень интересно, мне так понравился рецепт, я, наверное, его на выходных приготовлю. И вот так надо делать еще. Вот так сделали. С вареньем сразу. Действительно очень вкусно. Я прям думала, что вот как-то овсянка меня она испугала. Но действительно очень вкусно. Прям Бананы дают бананчик, вкус, да. сладость. Тут нет сахара. А если вы будете есть без варенья, то есть оно вполне диетическое блюдо.
Ну что же, мы с вами встретимся через неделю, и я обещаю, мы приготовим еще что-нибудь вкусненькое.